عشق همچون مردمک در دیده من جا گرفت، در دل و در پیکر و در خون من موا گرفت. در بساط دهر آیا هست آنسان ثروت، تا تواند این مرض از سینه های ما گرفت. در خیالم نیست هرگز، نیست در روی جهان، ثروت مانند حسن و نشه و اعجاز آن. در گمانم که مثال من بزرگ و ارجمند، نیست موجود دیگر اندر زمین و آسمان. چشم من گر در چشم آینه فتد گر ناگهان، صورت حقانی خود را همی بینم در آن. ساها در شکل آجینگن این را دیدمان، می شوم اقرار به هر یک صدایش دوستان. Снова лес и дол покрыл блеск туманный твой, он мне душу растворил сладкой тишиной. Ты блеснул и просветлел тихо темный луг, так улыбкой наш удел озаряет друг. Скорбь и радость давних лет отозвались мне, и минувшего привет слышу в тишине. Лейся, лейся, мой ручей, и журчание струй с одинокой моей лирой согласуй. Счастлив, кто от хлада лет сердце охранил, кто без ненависти свет бросил и забыл, кто делит с душой родной в тайне от людей то, что презрено толпой или чуждо ей. Литература — это уголок, эти частицы света, в которые попадает каждый читатель, и попадая в самые разные вселенные, самые маленькие, большие, в которых он находит, может прототип самого себя, видит людей со стороны, которые учатся анализировать обстоятельства, ситуацию и берет для себя самое главное. У каждого для этого свое самое разное. У другого, у одного может быть что-то с любовью, с дружбой. У каждого это свое таинственное. И самое главное, что притягивает меня к литературе, это наследство, можно сказать, наследие таких великих писателей, поэтов, которые написали такие величайшие произведения. Когда я читаю их, попадаю в их реалии, в их образы, вижу себя среди тех героев, которые он обрисовал. И на этом я, можно сказать, хоть на минуточку ощущаю себя в том его фантастическом, может и даже реалистическом, но мире, который приводит меня к чтению книги, чтению литературы. Пушкин написал «Шинель». Здесь Акакий Акакич. У него был шинель, его шинель украли. Была у него шинель украли. И когда его шинель украли, он стал заявлять, чтобы они нашли его шинель. Но люди не обратили на него внимания. Но у них по календарю должны ставить имя. И ему поставили имя его отца. Акакий Акакич. Самсона Вырина, они похожи тем, что у Самсона Вырины дочь сбежала. То есть сбежала с одним богатым парнем. Но он искал свою дочь в Петербурге, когда нашел ее. Она выглядела очень богато. И они встретились, но дочку не отпустили. Ее муж не отпустил ее, и она не смогла прийти. Но когда Вырин умер, дочка пришла на его гроб, посмотреть на кладбище. Костылин повел себя подло. Он был, когда за ними пришли, когда их взяли в плену, Костылина и Жилина, они были в плену, но им дали бумажки, чтобы они написали письмо своим родственникам, выкуп. Они должны были дать выкуп, чтобы вернуться домой. Но Костылин написал адрес дома, но Жилин, у него была только одна мама, и она не была такой уж богатой, поэтому он написал неправильный адрес. Но у того, кто взял их в плену, была дочка.
она... Дина. Да, Дина. Дина помогла Жилину сбежать, когда Жилин делал ему куклы. То есть делала ей куклы, и взамен она кормила его хлебом и молоком в тайне от отца. Первый раз Жилин хотел сбежать, но не получилось. Костылин поранился, и они не смогли сбежать. Поэтому его привязали, его ногу привязали к очень большому грузу. Когда тогда Дина пришла и помогла ему. Она взяла его оттуда, но она не смогла отпустить цепь. Она помогла ему сбежать. И когда никто не смотрел, когда не было стражников, она об этом сообщила Жилину, и он смог сбежать. Но его увидели, но в последний момент он позвал своих соотечественников, и его спасли, и они побоялись. Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминайте ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негуляние под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Дариан Грей, когда был молодой, его портрет нарисовали. Он посмотрел на свой портрет и сказал: вот бы навсегда остаться таким молодым и красивым. Он и вправду был очень красивый. Он был красивый юноша. И когда он это сказал, шли годы, но он не старел. Он оставался таким же молодым и красивым. Но становился все эгоистичнее. Вот в театре, где он часто смотрел там, одна девушка выступала, и ему она очень нравилась, и она была влюблена в Дариана Грея. Но Дариана Грея тоже был влюблен. Но однажды она выступила, и Дариану Грею не понравилось, и он разлюбил ее. И после этого девушка покончила самоубийством. Мартин Иден, на мой взгляд, почему он мне больше всего нравится, в Мартине Идене парень из-за девушки хочет учиться, но как бы Руф отвергает его в первый раз. И мне больше всего событий нравится, когда он уже разбогател, Руф пришел к нему, и он отверг ее. Он потерял смысл жизни и покончил самоубийством. Хола Брюньон як пирамарде буд ки хеле дар бораи зиндагии худ навистанро дӯст медошт. ӯ маҳз тавассути навиштаҷот, маҳз тавассути қалам ва варақ зиндагии худро дар худ тасвир мекард ва дар як ҷое зикр кардааст ки агар ман рӯзе ки ҳар бегоҳ аз зиндагиам то андозае нанависам, он рӯз барои ман рӯз нест. Ва
آن روز برای من روز نیست و این رمان نه اونقدر ماجرایی است، فقط درباره زندگی خود می‌نویسد. اینچنین در میان رمان زنش وفات میکند و او به خانه وقتی که پایش میشکند به خانه دختر ماریا میرود. اینچنین او دوستا داشت پیر و شمع. وقتی که دخترش به بیماری برانخیت دچار میگردد او پول نداشت که به دخترش یعنی دارو بخرد و محض ناعلاج شده راه دزدی رو پیش میگیرد. وقتی که او دزدی میکند چون که یک آدمی البته یک آدم پاکویجان بود، چون که میگویند که با آدمی پاکویجان دزدی نمیزبد، او از آنجا میگریزد و او رو تعقیب میکنند و در آنجا تصویری گریختن آن خیلی خوب بیان گردیده است و محض او رو مینیبوس پخش میکند و با یک مرگ دهشتواری وفات میکند. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты тая тревога загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтобы вскоре эта тоски мятежней воротиться в низинки наш дом. خود فدا در راه پیمان کرده ای، صد بیابان را گلستان کرده ای، سرزمین پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده ای. Все в мире проходит, живет, умирает. Куда же оно делось, откуда взялось? Ни глупый, ни мудрый об этом не знает. Извечно ведется, одно зацвело, другое увяло, навеки увяло, и ветры сухую листву разнесли, и солнце встает, как бывало вставало, и звезды плывут, как бывало плыли. И плыть всегда будут, и ты, белолицый, по синему небу ты будешь гулять, и будешь встречаться в болотце, в криницу, в бескрайнее море, и будешь сеть. Можно из Владимира Маяковского стихотворение «Парижанка»? Вы себе представляете парижских женщин с шеей жемчужины, разбриллиантанной рукой? Бросьте представлять себе женщину у моей парижанки, ведь другой. Не знаю, право, молода или стара она. До желтизны, отшлифованная в лощеном хамье, служит она в уборной ресторана, маленького ресторана Гранд Шамир. Выпившим бургундского может захотеться для облегчения пройтись. Дело мадемуазель подавать полотенце, она в этом деле просто артист. Пока у трюмо разглядываешь прыщик, она, разулыбив облупленный рот, пудрой попудрит, духами попрыщет, подаст пипифакс и лужу подотрет. Простите, пожалуйста, за стих раскрежешенной и записанной вонючей лужи. Ночью в Париже трудно женщине, если ночью в Париже трудно женщине, если женщина не продается, а служит. Стихотворение про Таджикистан на английском языке. It's a sunny, holy place. It's a funny, jolly space. Coming here, you'll be glad, love and kindness you can face. Welcome to Tajikistan, welcome to Tajikistan. If you visit our land, we shall gladly shake your hand. We love people of the world, we love our motherland. Welcome to Tajikistan, welcome to Tajikistan. Mountains are very high, birds happily sing and fly. To be wise is our duty, to be kind is always try. Welcome to Tajikistan, welcome to Tajikistan. حافظ تو مثال جاویدانی چون عمری ابد نیابی پایان. هر یک غزل و چکامه تو، هر نقش سریر خامه تو وابسته فقط به خویش باشد چون چنبر آسمانی گردان. سرچشمه عمر لایزالی شعری تو مثال آب حیوان. لبهای تو بحری بوسه بردن هم از لب یار باده خوردن. ناگفته نماند که یوگان ولگان فون گیوته ادیبانی یعنی شاعران و نویسندگان مشهور شرق مثل حافظ شیرازی، عمر خیام، سعد شیرازی رو خیلی دوست می‌داشت و از آنها یعنی در وصف آنها شعر نوشته است. فرانسوا رابله گفته است که خیلی که سقراط رو یعنی عالم یونانی قدیم یعنی شکل و بشره آن با آدمی بی‌زیب مانندی داشت اما در اصل او شخصی باسواد بود. همین طورم شما اثر من رو از روی شکلش نه از درونش بخونید و مضمون مندرجه آن را بفهمید. یا چی خیلی که سگ استخوان رو میگیرد و مغز آن رو میخورد، شما این طور رمانی من یعنی گارگانتیوا و پانتاگروئل من رو بخونید، درک کنید و پس آن بگویید که رمانی من چی خیلی است.
دلری ناشناسی را به ساحل مویگر دیدند. اینانی اسب مشکین را به کف می داشت پیلی ژند. لجام و زین همه گوهر نشان بود و سلاحش نیست. همه کرد آبی دریا را به آه و ناله اشک‌آمیز. پلنگینه به تن پوشیده اندامش پلنگ‌آسا، کلاهش هم پلنگین است و رو شمس جهان را. به دستش قمچی پرتابی قفس از بندی دستانش. بدیدش یک نظر شاه و شنیدن خواست دستانش. I had a dream which wasn't all a dream. The bright sun was extinguished and the stars did wander darkling into space, relays and persons and the ices. Swing black and blackening in the moonless air, men came and brought no day. بر دل من گشت عشق نکوان فرمان روا، اشک سرخ من دلیل و رنگ زرد من گوا. نیستی رنگم چنین و نیستی اشکم چنان، گر به این دل نیستی عشق بوتان فرمان روا. تا شدم با مهر آن نامهربان دلبر قرین، تا شدم با مهر آن ناپارسا یار آشنا. مهربان بودم به جان خود شدم نامهربان، پارسا بودم به کار دین شدم ناپارسا. شد دیجم جانی من از نیرنگی آن چشمی دیجم، شد دو تا زلفی من از افسونی آن زلفی دوتا.